Рады приветствовать всех, кто только настроил свои приемники на частоту 106,3 FM. Это радио «Спутник Южной Осетии». У микрофонов Нина Махамад и Алана Вахненко. С 23 по 28 октября 2025 года в Москве на полях Международного форума сотрудничества по случаю столетия народной дипломатии прошел 8-й глобальный форум молодых дипломатов. И сейчас у нас в гостях председатель Совета молодых дипломатов МИД Южной Осетии Алексей Санакоев и секретарь Совета молодых дипломатов Республики Александра Цхавребова. Рады вас приветствовать. Добрый день. Добрый день. Мы знаем, что вы принимали участие в 8-м глобальном форуме молодых дипломатов. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что представлял из себя форум, как он прошел. Как вы уже отметили, этот форум, глобальный форум молодых дипломатов, который был, в принципе, проходил в рамках большого форума столетия народной дипломатии Российской Федерации. Можно, наверное, отметить, что это еще и 100 лет образования Россотрудничества, был очень масштабным. Также надо отметить, что в рамках этого форума отмечались еще также 80 лет победы Советского Союза над фашизмом. Надо отметить еще образование, 80 лет образования Организации Объединенных Наций. И все это проходило вот в рамках данного большого форума. На форуме глобальных дипломатов были представлены около 130 молодых дипломатов из разных стран, из более чем 60 стран. Ребята приехали все с воодушевлением, конечно, чтобы узнать что-то новое. Большинство ребят, конечно, были в России в первый раз. У нас состоялись очень такие хорошие обмен мнениями по разным вопросам. Конечно, в первую очередь это касалось и рассказов о Южной Осетии. И, конечно же, мы послушали и историю о тех странах, из которых ребята прибывали. Здорово. Также известно, что в рамках мероприятия состоялась встреча с молодыми дипломатией Абхазии и Российской Федерации в более закрытом формате. Расскажите, пожалуйста, как она прошла? Да, в рамках форума мы провели трехсторонние консультации с нашими коллегами из Совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства иностранных дел Республики Абхазия. Надо отметить, что наша организация, в принципе, существует не так давно. Мы образовали наш совет практически год назад, но в течение этого года нам удалось подписать два меморандума. Это меморандумы о сотрудничестве с нашими коллегами из Министерства иностранных дел Российской Федерации и из Министерства иностранных дел Республики Абхазия. В рамках данных консультаций мы обсуждали, в принципе, наметили план работы на следующий год, и это была прекрасная возможность для нас подвести итоги года уходящего. Наши коллеги поделились интересными проектами, которые они уже реализуют. Это проект коллеги из Российской Федерации, это проект гуманитарной поддержки ветеранов специальной военной операции, которая сейчас проходит на Украине. И также еще такой проект «Клуб наставников». Это два таких хороших проекта, которые реализуются, действия которых мы, в принципе, видели сами на полях этого форума. И, я думаю, мы более конкретно об этом тоже поговорим. Александра, вам слово. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями об участии в глобальном форуме молодых дипломатов. Эти форумы, они организуются не первый год, проводятся не первый год. Бывают как глобальные форумы, так и бывают форумы в формате евразийского сотрудничества в более таком урезанном составе. Но глобальный форум, конечно, мероприятие более масштабное. Про количество участников Алексей Георгиевич уже говорил, представители из десятков стран. Это всегда очень полезная площадка для таких менее официальных встреч и контактов между дипломатами разных государств. Обмена каким-то опытом, всегда очень практическим, всегда очень мало теории, потому что можно просто постоять с человеком и конкретику какую-то обсудить неофициально. Это всегда очень вдохновляюще.
Что касается, например, вот нашей встречи с российскими и абхазскими коллегами, клуб наставников, о котором Алексей Георгиевич говорил, это, например, прекрасный формат, в котором действующие сотрудники МИД Российской Федерации из Совета молодых дипломатов общаются с студентами профильных вузов, профильных факультетов, которые в будущем планируют поступать на дипломатическую службу. И вот им тоже на примере каких-то практических задач объясняют, что из себя представляет работа дипломата, какие есть форматы, какие есть документы. Опять же, ребята привлекаются для участия в организации вот этих форумов. Там наши все сопровождающие, это были студенты 3-4 курсов профильных вузов, для которых это замечательный опыт на практике пообщаться с дипломатами из разных стран, поучаствовать в организации мероприятий, в каких-то протокольных моментах. То есть это очень интересная площадка со всех сторон, для всех, кто в ней принимает участие, и всегда это бывает очень полезно, мы всегда бываем очень рады поучаствовать. Александра, также мы знаем, мы видели в социальных сетях не только, что помимо трехсторонних консультаций и так далее прошел и Кубок народной дипломатии. Расскажите, пожалуйста, и об этом мероприятии. Это был очень интересный футбольный матч, организованный уже непосредственно вот этим вот большим форумом. Глобальным форумом. Да, большим глобальным форумом. В матче принимали участие 2 команды, одна из которых была собрана в основном из гостей, участников и делегатов большого форума, а вторая была собрана из молодых дипломатов, которые непосредственно на форум молодых дипломатов прибыли. Там ребята заранее отправляли заявки, обеспечили там хорошее поле, господин Чернанцев нам комментировал. Матч прошел очень интересно, победила дружба, счет был 3-3, хотя команда молодых дипломатов вела до последних, наверное, минут 10 в счете со счетом 3-0. Вот. Но это действительно, помимо того, что это очень хорошие, яркие эмоции, конечно, вот посмотреть футбол, это всегда интересно, но помимо этого это также способ вот неформально сдружить людей, которые, может быть, первый, второй раз друг друга видят. Но после вот таких неформальных способов общения, знакомства, сближения всегда проще продолжать контакты, и мы более чем уверены, что со всеми этими людьми общение будет поддерживаться в будущем, а это уже какие-то определенные контакты за рубежом с иностранными государствами, может быть, даже неофициальные, но тем не менее это уже задел на будущее. Ну и, наверное, возможное проведение такого же футбольного турнира уже у нас в Южной Осетии. Но в прошлом году Совет молодых дипломатов, в этом году Совет молодых дипломатов МИД Южной Осетии проводил товарищеский матч с командой парламента на Кубок МИД, но, правда, это был мини-футбол. У нас в планах действительно это сделать ежегодным мероприятием и, может быть, перевести его в формат не одного матча, а даже вот какого-то полноценного турнира. Наверное, дипломатичный футбол — это самый элегантный вид футбола, который можно наблюдать. Спасибо, Александра. Алексей, как вы оцениваете роль культуры и спорта в международной дипломатии, в сотрудничестве с другими странами? Ну вот, как было отмечено, этот глобальный форум, приуроченный к столетию народной дипломатии, он был ярко продемонстрировал, как в действии происходит вот влияние на самом деле культуры, искусства на разные решения, принимаемые как бы и другими государствами. И сегодня мы говорим как бы вот о глобальном форуме, который проходил в Российской Федерации, где была показана вот эта вся глубина и разносторонность культуры и искусства Российской Федерации нашим коллегам из разных стран. На самом деле это очень хороший инструмент, говоря как бы вот таким языком, что который может сближать разные народы, и в данном случае дипломатов, молодых дипломатов, которые в первый раз как бы вот в своей практике они выбирают этот опыт и понимают, что Российская Федерация в первую очередь это культурная столица, это место притяжения разных людей, разных профессий, где можно увидеть вот это многообразие
и культур. В первую очередь это как бы самобытность российской культуры и в то же время разносторонность вот этой культуры, которая объединяет в себе Российская Федерация. И это очень хороший опыт и практика, наверное, которую надо перенимать и другим государствам, чтобы через культуру, через искусство, через вот эту народную горизонтальную дипломатию приближать к себе других людей, чтобы на базе, на основе вот таких действий мы могли больше контактировать. И ребята, которые приехали вот на этот глобальный форум, те иностранцы, они были очень сильно воодушевлены, они получили огромный эмоциональный такой заряд, и много было ответных, конечно, реакций от ребят, которые благодарили организаторов, наших коллег из Российской Федерации за эти прекрасные, насыщенные, на самом деле, с одной стороны, как бы программа была насыщена и разными сессиями, но и была и культурная программа. Эта культурная программа включала в себя и посещение музея космонавтики, и посещение музея Победы, и, конечно, ребята были в восторге. Кстати, вот Александра постила тоже фотографии с космонавтами. Расскажите, пожалуйста, об этой знаковой встрече в вашей судьбе. Ну, эта встреча, ну, она не случайная была. Опять же, встреча с космонавтами прошла после уже сессии в рамках форума, которая была посвящена сотрудничеству в космосе. И вот эти герои, там 2 героя Российской Федерации, остальные это космонавты старшего поколения, это герои СССР, там первый космонавт Вьетнама, первый единственный космонавт Кубы, там монгольский космонавт, ну, очень интересные люди, которые все вместе в советское время учились, они вместе летали, и они рассказывали о том, насколько космонавты, как... Ну, насколько это люди, которых с готовностью принимают в любых странах, какими бы ни были отношения между государствами, какие бы ни были кризисы, какие бы ни были культурные сложности. Это люди, которые такой универсальный проводник народной дипломатии, для которых не существует границ, и которые могут с легкостью и, как мы видим, с готовностью нести, наверное, какие-то культурные элементы, элементы, культурные элементы в другие страны и вообще в целом в мир. То есть там основополагающая тема, наверное, была такой, что с МКС не видно границ. И они транслируют вот это отношение к миру, который должен жить в мире. Да, хотелось бы применить космический опыт к нашей Земле. Ну, хотелось бы также заострить внимание. Было отмечено, что прошли трехсторонние консультации молодых дипломатов между Российской Федерацией, Абхазией и Южной Осетией. А были ли, ну, все понимают наш статус, международный статус Южной Осетии, и были ли проведены, так сказать, неформальные переговоры или же встречи с представителями других стран? Да, конечно, неформальные встречи у нас состоялись практически со всеми делегатами, которые были представлены на данном форуме. Как я уже ранее говорил, это общение в основном было как бы о культуре, об искусстве, об истории, что немаловажно в наших условиях, чтобы о Южной Осетии больше узнали ребята, которые приехали, потому что это ребята, которые практически в первый раз приехали как в Российскую Федерацию, и, может быть, некоторые даже знали о нашей ситуации, которая у нас сейчас вокруг Южной Осетии, в целом о регионе. Но было, конечно, им интересно и послушать, как живут люди, какая, в принципе, история была, история конфликта, история образования нашей республики. Обо всем этом мы с ними говорили, и, конечно, был интерес. Интерес был, мы, как мы уже отметили, это народная дипломатия, это горизонтальная дипломатия, которая в первую очередь, конечно, предполагает личное общение, вот это личные взаимоотношения между людьми. В первую очередь, как и на форуме было много раз отмечено, что самое большое богатство каждого государства – это люди. И вот сегодня это тоже было продемонстрировано нашими российскими коллегами, нашими партнерами. Я уже могу сказать, что некоторые страны, с которыми
мы там общались, это люди, с которыми мы подружились. И вот те отношения, которые были заложены на этих встречах, я очень надеюсь, что будет развитие этих отношений. Мы наметили еще ряд встреч. Я думаю, что они состоятся. Ну, это опять-таки по воле случая, как это все сложится. И наши коллеги, мы ждем, будем ждать реакции от наших коллег. Ну, общение состоялось. Надо отметить, что мы встречались также с нашими друзьями из Республики Никарагуа, из Боливарианской Республики Венесуэла. Также встречались с нашими коллегами из Сирийской Республики. Конечно, эти встречи проходили очень в теплой атмосфере. Мы обсуждали разные вопросы. Это не только как бы история и культурные взаимоотношения, это и вот чисто дружеские отношения. Что очень радует, конечно, и мы будем с ними поддерживать дальше контакт. Намечены еще некоторые даже какие-то планы с нашими друзьями. Ну, об этом мы, наверное, сейчас не будем пока говорить. Да, Пусть пока да, остается в да, тайне. пока будем обсуждать как бы в стадии обсуждения и будем, наверное, реализовывать эти планы. Спасибо, Алексей. Также в ходе подведения итогов форума была, естественно, уделена особая роль усилиям в противодействии фальсификации исторического прошлого и сохранения наследия победы во Второй мировой войне. И в ходе форума, естественно, не раз было упомянуто о роли СМИ и медиа в этом векторе. Вот как сегодня дипломаты, в том числе участники, с которыми вам удалось пообщаться, оценивают положение вот этого факта истории в мировом контексте, насколько мы видим факты фальсификации и каковы усилия, как оцениваются усилия, которые предпринимаются для борьбы с этими фейковыми процессами. Ну, наверное, надо отметить, что это был как бы отдельный трек, которому было уделено большое внимание. Была сессия, на которой присутствовала как и Мария Захарова, спецпредставитель Министерства иностранных дел. Как раз говорили о фейках, дипфейках, которые сегодня есть, имеют место, и как с ними борются. И надо еще сказать, что очень много было докладов сделано нашими иностранными коллегами, которые приехали на форум, которые также в своих докладах отмечали, как в их государствах борются с данным фактом. Все признают, конечно, что существует эта проблема. И на форуме как раз таки были затронуты именно механизмы, как с этим совсем можно бороться. Ну, в разных странах это делается по-разному, и, конечно, это была прекрасная возможность, чтобы услышать друг друга и перенять какие-то механизмы, практики, хорошие практики, чтобы их реализовывать уже как в Российской Федерации, так и в других странах. Александра, по-вашему, какие инструменты сегодня наиболее эффективны в этом вопросе? Сохранение исторических фактов? Ну, это наверное, не мое мнение, а, скорее всего, такое общепринятое мнение, во всяком случае, исходя из того, что мы услышали на форуме. Сохранение исторических фактов зависит от распространения информации, каналов распространения информации. И народная дипломатия, публичная дипломатия дает возможность использовать такие менее официальные каналы. Это кинофильмы, в том числе документальные, это какие-то культурные мероприятия, это лекции, это обмен учеными, обмен студентами. Вот именно такой способ. Это экспорт образования, опять же, это приглашение студентов на обучение в Россию. И все эти методы, то, что именно называется горизонтальной народной дипломатией, то, что многие люди даже не воспринимают как дипломатию, но на самом деле это вот именно способ донести позицию государства и донести какие-то исторические факты, исторические данные до остальных государств, до их представителей. Спасибо большое. Дорогие друзья, ну и сегодня, наверное, мы перейдем уже к актуальным вопросам дипломатии Южной Осетии, в частности, молодой дипломатии. Какие основные векторы работы предполагаются на сегодняшний день? У нас предполагается, конечно, и разные идеи в Совете молодых дипломатов
Министерства иностранных дел Южной Осетии. Ну, я думаю, с планом нашей работы мы будем вас ознакомливать, наверное, все-таки в начале года, следующего года. Потому что на этот год были проведены ряд мероприятий, о которых, ну, частично мы рассказали. Это и матч по мини-футболу, который состоялся между молодыми дипломатами Южной Осетии и сотрудниками парламента Республики Южная Осетия. Я думаю, что это станет как традиционно ежегодным, может даже турниром, который мы будем проводить. И также состоялся такой брейн-ринг между сотрудниками нескольких ведомств, тоже организованный Советом молодых дипломатов Министерства иностранных дел. Я думаю, это мероприятие тоже станет ежегодным. И также были проведены ряд социальных проектов. И я думаю, вот как бы продолжение всех этих мероприятий будет также и в следующем году. И также, наверное, будут ряд новых мероприятий. Идей много. Надо отметить, что в Министерстве иностранных дел как бы пополняются ряды молодыми сотрудниками, которые приходят с новыми идеями. И надо, наверное, отдельную благодарность сказать нашему руководству Министерства иностранных дел, который очень поддерживает наших молодых ребят, и те идеи, которые они озвучивают, всегда поддерживаются и, в принципе, реализовываются, что немаловажно. Я думаю, что на следующий год у нас также будет ряд мероприятий разного рода, и вы об этом услышите обязательно. Спасибо. Ну, и если говорить о предстоящих планах и не только, хотелось бы поговорить о форумах. Будет известно ли уже, когда пройдут следующие форумы подобного масштаба, подобного характера, в котором будут принимать участие наши дипломаты и также и как бы представители Совета молодых дипломатов Южной Осетии, или же опять это долгосрочные планы на 26 год? Дело в том, что, как уже Александра Андреевна отметила, мероприятия, которые проводят наши российские коллеги, Совет молодых дипломатов Министерства иностранных дел Российской Федерации, они бывают как глобальные форумы, так и евразийские, региональные форумы, куда нас обычно приглашают. Я думаю, что на следующий год, этот год уже закончился по форумам в Российской Федерации, это был вот последний форум, который они в этом году провели. А в следующем году будут обязательно и евразийский форум будет молодых дипломатов, и, конечно, глобальный форум молодых дипломатов. Ну, традиционно у нас дружеские отношения с нашими коллегами, партнерами из Российской Федерации. Они нас всегда приглашают на такие форумы, подобные форумы. Я очень надеюсь, что с нашей стороны, ну, как бы я не хотел раскрывать все детали, но очень постараемся, чтобы мы у себя тоже провели какое-то мероприятие, куда будут приглашены наши партнеры, наши друзья, коллеги из других стран. И мне очень интересно вопрос взаимодействия, очень интересен вопрос как раз взаимодействием с абхазскими коллегами по Совету молодых дипломатов, как проходит работа с ними. Ну, как было отмечено, у нас подписан меморандум о сотрудничестве между Советом молодых дипломатов Министерства иностранных дел Южной Осетии и Абхазии. И, в принципе, в рамках этого сотрудничества у нас также намечены разные планы по взаимодействию. Ну, вот сейчас, как я уже отметил, как бы образование нашего совета, в принципе, как бы совпало с тем, что мы принимали участие в форумах, где как бы встречались и проводили двусторонние и трехсторонние консультации с нашими коллегами. Я думаю, следующий год будет более насыщен, и мы будем чаще встречаться с нашими коллегами. Опять-таки будем, конечно, перенимать опыт по реализации разных проектов, которые и реализуются в Абхазии, которые, в принципе, мы будем проводить в Южной Осетии. Я думаю, у нас, опять-таки, традиционно дружеские отношения с нашими коллегами, партнерами из Республики Абхазия, поэтому у нас проблем в общении нету. У нас мы практически на связи как бы каждый день, по телефону общаемся, поэтому будем реализовать дальше разные проекты.
Алексей, Александра, мы еще раз благодарим вас за то, что вы нашли время и присоединились к нам в эфире «Радио Спутник». Желаем всяческих расширений по международным отношениям и всего самого наилучшего. Спасибо большое. Спасибо большое. Дорогие радиослушатели, сегодня в гостях у «Спутник» председатель Совета молодых дипломатов МИД Южной Осетии Алексей Санакоев и секретарь Совета молодых дипломатов Республики Александра Ацхавребова. Оставайтесь с нами и далее на частоте 106,3 FM.